В Казахстане активист Роза Тулетаева отпраздновала освобождение из заключения в кругу семьи и сторонников в своем доме в городе Жанаузен на юго-западе страны. Бывший работник энергетической компании Тулетаева была осуждена по обвинению в организации протестов за права работников нефтяной отрасли. Давно назревавший конфликт вылился в столкновение с полицией в декабре 2011 года, когда погибли 16 человек. Десятки активистов были приговорены к тюремному заключению на сроки от 3 до 7 лет. В Афганистане боевики-талибы атаковали вечером 19 ноября квартал в пригороде Кабула, где проживают иностранцы. По данным властей, один из них погиб при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля, а 3 других в перестрелке с полицией. В ее ходе получил ранение служащий подразделения, охраняющего квартал, который носит название «Зеленый поселок». В Пешаваре, на северо-западе Пакистана, вынужденные переселенцы из зоны племен Хайбер потребовали от властей либо предоставить им временное пристанище, либо помочь вернуться домой. Почти 200 тысяч человек были вынуждены оставить родные места в регионе Бара с тех пор, как месяц назад власти начали здесь военную операцию против талибов, получившую название Хайбер-1. По той же причине свои дома были вынуждены покинуть в последние месяцы около миллиона жителей региона Северный Вазиристан. Транспортные компании Таджикистана прекратили продажу билетов до России лицам без соответствующих паспортов, следуя указанию Министерства транспорта страны. Ранее для таких поездок гражданам Таджикистана было достаточно предъявить лишь внутренний документ, удостоверяющий личность. Однако срок соответствующего соглашения между странами истекает в конце года. С 1 января только граждане вновь образуемого Евразийского экономического союза России, Казахстана и Белоруссии смогут пересекать границы этих стран, предъявляя лишь внутренние документы. В городе Ош на юге Киргизии открылся фестиваль самобытной этнической культуры в музыке, одежде и кулинарии. Свои традиции демонстрируют не только 13 различных этнических групп, населяющих регион, но и семьи, образовавшиеся в результате смешанных браков между ними. В столице Татарстана, Казани, продолжается фестиваль песни «Тюрквидение-2014». В конкурсе, являющемся для тюркоязычного мира аналогом фестиваля Евровидение, участвуют представители 25 стран и регионов. В полуфинале, прошедшем 19 ноября, были представлены жанры от традиционной до поп-музыки. Финал фестиваля состоится 21 ноября.